Урматтуу коноктор, урматтуу айымдар жана мырзалар, мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен өзүмдүн сөзүмдү 3 бөлүмдөн жаттактагам. Биринчисинде өзүм жөнүндө айтып берейин, өзүмдүн эмне жумушчуларымды. Экинчи бөлүмдө Be Easy жана AVN компания Германияга биринчи продуктларын кантип чыгарган жолдорун айтып берейин, кантип чыгардык эле. Анан үчүнчү бөлүмүндө өткөн жума күнү мен өзүм хакерский атака болдум, ошол жөнүндө дагы силер менен кибер коопсуздук жөнүндө кеп салып берейин. Биринчиден өзүм мындай карасам арабызда баардык кыргызча түшүнүк болуш керек же орусча? Орусча жакшы болот беле? Биринчи бөлүм өзүм жөнүндө айтып берейинчи. Өзүм Нарын шаарынан болом. Нарын шаарынын кулуну 24 жылдан бери Берлин шаарынын тургуну болдум. Өзүм билим издеп, Бишкек гуманитардык университетти бүтүп, 2000 жылы дипломун жазып, 2001 жылы гуманитардык университетти бүткөндөн кийин билим издеп Берлин шаарына мастер программаны менеджмент туризман окуганы барган. Анан ошону бүткөндөн бери 2003 жылдан бери, 21 жылдан бери туризм тармагында экөөбүз биз таанышканда жок дегенде 25 жылдан бери таанышпыз. Туризм эл аралык туризмде компанияда иштейм. Башында практикант болуп баштагам, junior продукт менеджер, senior продукт менеджер, башкаруу директору 2009 жылы болуп, 2019 жылдан бери генеральный директор, 2020 жылдан бери генеральный директор, анан 2 жыл мурда ошол эл аралык компаниянын партнерлор менен, коллегалар менен кошо сатып алдык. Бул эмне компания болот? Биз өзүбүз бир сегментти тапканбыз. Дүйнө жүзүндө туризмди кантип өнүктүрөбүз деп. Бул темир жол эксклюзивный турларды дүйнө жүзүндө саякатка жиберүү. Ошол сегментте биз дүйнө жүзүндө лидер болуп саналабыз. Жок канча 60 мамлекетте темир жол менен поезддерди жиберип турабыз. Силер деле уккан болушуңуздар керек, Кыргызстанга кезде жаңылык болуп калат эмеспи? Кыргызстанга туристический поезд келди, иностранецтер келди. Ошонун артында эмкиде ушундай маалыматты уксаңар, ойлоп коюңуздар, сиздер бул мекендешиңиздер ошонун артында турат. Биз жана Темир Аркынбаевич айтып кетти, Нурлан Германиянын жараны деп. Ал туура эмес деп айтайын дедим эле. Мен өзүм Кыргызстандын жарандыгын бере элекмин. Өзүм ошойдун Кыргызстандын жаранымын. Анан ошого дагы сыймыктанып жүрөм. Анан экинчи тармагыбыз круизный туризм. Кичинекей өзүбүз корабльдарды салабыз, дүйнө жүзүндө дарыя туризмде дүйнө жүзүндө корабльдар салып, өзү ошол сегментте дагы лидер болуп саналабыз. Өзүм жөнүндө айтып кеттим окшойт. Эми айтып кетейин, эмгисине орусчасын отурай да. Вторая часть моего выступления. Как Be Easy и как AVN мы вместе сошлись. В 2017 году Нурлана я знаю уже с детства. Нурлан приехал в Германию для повышения квалификации, проходил инженерию программирования в Германии, повышение квалификации. Мы с ним сели и начали обсуждать, как можно продвигать именно кыргызские IT-продукты на иностранном рынке, на европейском рынке. Мы сделали анализ, мы с Нурланом сели, начали обсуждать, что нужно нам делать. Маркетинг – это одно, а второе, в чем должна заключаться эта фишка. И мы обсуждали это с несколькими компаниями в Германии, IT-компаниями из разных секторов, и начали идею документооборота, которым AVN собрал опыт, уже 10-летний опыт тогда был. Можно ли эту программу AVN продвигать именно в Германии? Честно скажем, ничего такого нового там не было. И немцы, там у них есть свои большие компании. Вот, чувак может подтвердить, SAP, есть такая немецкая компания, она является мировым лидером по всему миру по электронному документообороту. Она намного сильнее, чем Google, она сильнее, чем Amazon. Даже мы знаем, что Amazon и Facebook пользуются SAP. Это как раз таки немецкая продукт. Но она очень дорогая. И мы, анализ сделав, заметили, что именно в сегменте малого бизнеса в Германии нету такого продукта, который могла бы заниматься цифровизацией. Когда мы говорим цифровизация в Кыргызстане или в Центральной Азии или в постсоветском пространстве, мы все думаем, что мы отсталые. На самом деле, я работаю уже 20 лет в Германии, могу подтвердить, что цифровизация – это проблема всех стран мира. Вот Эмиль Михайлович только что сказал, что
старшее поколение, если было бы хорошо их тоже собой. Это проблема, которая стоит перед всем человечеством. И мы с Нурланом, пообщавшись с этими компаниями, была такая задача, надо посмотреть, куда движется наш мир. Мы все знаем, что вы знаете, мы все пользуемся мессенджерами. Мессенджер это стал обыденным элементарным элементом нашей жизни. Это WhatsApp, это Telegram, это тот же самый Facebook, Instagram и так далее. То есть мессенджер играет в нашей жизни большую, огромную роль. Это была та фишка, до которой нужно было удержаться. И второе, искусственный интеллект. Все об этом говорят, но никто вроде бы не знает, с чем его есть. Да? Мы же говорим, что искусственный интеллект. Есть ли он в Кыргызстане? Могу подтвердить, что искусственный интеллект, он уже давно пришел, и мы все давно пользуемся искусственным интеллектом. Просто мы его не видим. Вот вы, кто сюда ехал навигатором, Тугис работает на искусственном интеллекте, Google Map работает на искусственном интеллекте. Даже то, что вы любимых своих певцов, политиков, юмористов слушаете в YouTube, это тоже делается искусственным интеллектом. Они просто нам дают тот контент, который мы любим смотреть. Просто не замечая этого, искусственный интеллект давно уже пришел к нам домой и находится у нас в телефоне, которым мы ежедневно пользуемся. И это как нужно было вот это совместить? Идею искусственного интеллекта была такая, могут ли кыргызские программисты создать что-либо подобное, которое можно было бы продвигать в Германии. Могу подтвердить, АВН, который вы знаете, который работает 15 лет, кстати, я являюсь партнером АВН, мы должны были привлечь большое количество инвестиций для разработки этой новой программы компании АВН. Следующая презентация как раз таки будет, Максат и Нурлан представят, какие функции новая программа представляет из себя. После этого анализа мы прошли все пункты и создали. Ребята, креативная команда АВН, она очень молодая, она перспективная, и они все живут в Кыргызстане. Они создали тот продукт, который мы уже успешно продали 4 немецким компаниям. И мою компанию, в которой я работаю, убрали, оказывается, сказали, Нурлан Байке пользуется почти бесплатно, а клиентов уже оставили. Я вот тоже вижу, что АВН в этом плане потихоньку идет по пути монетизации. Фишка в какие функции, про это в следующем докладе, но она работает, и это как раз таки то, что мы берем мессенджер, электронный документооборот, и третья функция, искусственный интеллект, созданный в Кыргызстане, потихоньку начинает расти, и мы ее будем сами это создавать и продвигать вперед. Так что АВН, вы все, наверное, больше пользуетесь АВН, все вы знаете, что он оцифровывает все процессы, учебные процессы в университетах, Medical своя программа есть, и продвигает Payment, все партнеры здесь указаны. Желаем АВН компании всего самого наилучшего. Со своей стороны можем подтвердить, что ту программу, которую мы только начали внедрять, это только наше начало, мы ее будем дальше продвигать. И эта программа, которая будет сейчас в следующей презентации вам представлена, это не будьте, пожалуйста, критичными, это уже работает в Германии, партнеры наши дают, и мы совместно с креативной командой АВН будем этот проект, этот продукт дальше усовершенствовать. И в конце третья часть моего выступления про кибербезопасность. На прошлой неделе я тоже, как и вы все остальные, пользуюсь WhatsApp. WhatsApp – это нормально. Потихоньку наша работа переехала в WhatsApp или в Telegram. Мы и факсы пересылаем, и сообщения пересылаем, и WhatsApp – это, в принципе, наша работа. То же самое я с партнерами общался, мне кажется, с Казахстана, с Россией. И в какой-то момент я написал своей супруге после работы в четверг, 30 мая, я написал своей супруге, она была где-то рядом, я вас заберу, она в больнице была, скинь мне, пожалуйста, адрес врача. Она должна была скинуть, я уже собрался, собираюсь выходить, кто-то мне позвонил, отвечаю, смотрю на свой WhatsApp, WhatsApp начал жить своей жизнью. Я смотрю, автоматически начали с моего телефона, с WhatsApp уходить сообщения.
500 сообщений ушло. И там был текст такой: «Салам, ты не можешь одолжить 19 тысяч рублей, до завтра, я завтра тебе верну». Многие из вас, которые меня знают, получили, наверное, это сообщение. Часть начали откликаться, начали писать: да, если сложности, подумали, что мы бизнес в России, мы были, кстати, к слову, одна из самых крупных туроператоров из Европы в Россию. У нас бизнес-отношения с россиянами тоже были. И начали присылать. Пришли карточку, начали кто-то присылать. Я смотрю в WhatsApp, и с моего сообщения номер карточки какой-то начал уходить. Я ничего не могу поделать. И что мне оставалось делать? Я вот начинаю, мы одновременно, я по WhatsApp пишу: это не я. Тот человек, который общается со мной, видит, что я прошу: пожалуйста, дай мне денег, и потом одно сообщение: это не я, деньги не присылай. Это я читаю. А там сидели хакеры, которые рассылку сделали, и те, кто откликался, сейчас я переведу, они им скидывали карточку, номер карточки. Я не успеваю, я пишу: это спам, мои сообщения автоматически удалялись, потому что там сидело, наверное, 3 или 4 человек, которые просто удаляли мои сообщения, меня заблокировать не могут. Что можно сделать? Конечно же, мои сотрудники сказали обратиться в компанию Meta. Вы знаете, что такое Meta? Раньше это было Facebook, она переименовалась в Meta, а Meta купила WhatsApp. Я позвонил в офис Берлина. Вот я вижу, мой WhatsApp занят своими делами, деньги просит у родственников, у друзей, министра Монголии. Он мне пишет: зачем тебе рубли, тебе же евро. Ничего не могу сделать. И это хорошо, среди вас оказались тоже те, которые меня знают, готовы были 19 тысяч долларов отправить. Кто-то сказал: дай SWIFT номер, а они карточку МИР дали. Я позвонил в Мету. Мета мне говорит: мы можем вас заблокировать. Но где гарантия, что хакеры не заблокированы? То есть мы заблокируем вас, у вас не будет доступа к вашему телефону. А если у хакеров он есть, тогда они будут своей жизнью жить и будут с вашими общаться. Так что дайте нам время, часа 2. В это время я вот сидел, и они старались отцепить все контент, которые через хакеров были туда заложены. И они сказали мне открыто: гарантию вам никто даст не может. Я говорю: вы и владельцы этой компании, вы изобретатели, как вы не можете понять? Ну, вы не знаете хакеров с Даркнета, они очень сильные, мы вам полностью такую безопасность, кибербезопасность обеспечить не можем. Так что эта история, хотел я с вами поделиться и сказать, чтобы вы... После этого, конечно же, я прошел все ступени идентификации WhatsApp, я защитил ее двухступенчатая, Face ID и так далее. Я даже, когда с вами на WhatsApp захожу, мне приходится сейчас использовать код. Я вас всех призываю, потому что это огроменный рынок. WhatsApp пользуется больше 4 миллиардов людей, пользователей, и через нее проходит вся наша работа, частная жизнь и так далее. Будьте осторожны, пользоваться, когда пройдите все ступени безопасности. И что я хотел в конце добавить, та программа, которую ребята изобрели и которую мы сейчас продаем, она как раз-таки дает месседж функции безопасность рабочих процессов. То есть это закрытое аппликационное приложение, be easy, означает будь проще или упрощай жизнь. И она гарантирует безопасность, кибербезопасность рабочих процессов. Так что желаю вам хорошего времяпровождения, спасибо за внимание. Ну, во время брейка, наверное, еще может будет время пообщаться. Спасибо большое. Спасибо.